Bom dia, Doslan. Моя программа о путешествиях. Сейчас мы на родине человека, который первым совершил кругосветное путешествие. Итак, Лиссабон, столица Португалии. Португалия. Как вы считаете, какой город в Западной Европе самый древний? Думаете, Париж или Лондон? А вот и нет. Вот он, самый древний город Западной Европы. Столица Португалии – роскошный Лиссабон. Первые поселения появились на месте современной столицы Португалии еще в далеком 1200 году до нашей эры. И население составляли в основном финикийцы. Современное название города и статус отчитывается от 1 века нашей эры. Многое пришлось пережить этому знаменитому городу-порту. И тяжелые времена средних веков, и славные дни эпохи мировых открытий знаменитыми португальскими мореплавателями, и даже страшные землетрясения. В 1755 году Лиссабон, будучи к тому времени одним из крупнейших городов Европы, в результате сильного землетрясения и вызванного им цунами, был фактически разрушен. Отстроить город удалось уже к концу XVIII века, но, к сожалению, многие памятники средневековой архитектуры были утеряны безвозвратно. Город занимает выгодное положение на юго-западном побережье Пиренейского полуострова, в 15 километрах от Атлантического океана. Районы города простираются вдоль Лиссабонского побережья, тянущегося от речного устья до пляжей Алентежу. Современные высотные здания мегаполиса ближе к окраинам сменяются живописными рыбацкими хижинами, объединенными в небольшие поселки. Климат Лиссабона мягкий, средиземноморский, с очень теплыми по европейским меркам зимами и жарким летом. Знакомиться с красотами и историей города начнем с самого популярного у туристов района Альфама. Один из старейших кварталов Альфама славится своей португальской аутентичностью, неповторимой архитектурой и мистической энергетикой. Он является местом притяжения не только туристов, но и местных жителей, которые приходят сюда ради вкусного ужина в местных небольших частных ресторанчиках. Название этому району присвоили еще древние мавры. Слово «Альфама» происходит от арабского языка, что означает «бани» или «источники». Благодаря скоплению термальных источников этот район никогда не имел проблем с водой, а о целебных свойствах местной воды слагают легенды и по сей день. Как я уже говорил, этот район старейший, поэтому изучать его возможно только пешком. Машина сюда просто не заедет. Район изрезан извилистыми улочками, красивыми лестницами и небольшими живописными террасами, обвитыми виноградом и цветами. Он больше похож на большую горную деревушку, нежели на район огромного современного мегаполиса. Сам быт местных жителей создает неповторимый колорит, и кажется, что время здесь остановилось. Квартал расположен у подножья 2 из 7 холмов Лиссабона: холма Замка, на вершине которого находится замок Святого Георгия, и холма Святого Висенте. Главными ближайшими достопримечательностями Альфамы являются кафедральный собор, церковь Святого Стефана и церковь Святого Висенте. Побывав в Лиссабоне средних веков, двигаемся к сердцу города, его торговой площади и району Байша. История этой площади относит нас к 15 веку, когда началась эпоха великих географических открытий.
Только тогда ее называли Дворцовая площадь, ввиду того, что на ней был построен королевский дворец Рибейра. Торговая площадь Лиссабона – обязательное место для посещения туристами. Пожалуй, это первое, что нужно сделать, прибыв в Лиссабон. Прогуляться по району Байша, по улице Аугушта и выйти через Триумфальную арку на площадь. С нее открывается живописный вид на реку Тежу и на мост 25 апреля. По выходным на торговой площади часто проводятся всевозможные мероприятия и развлечения. Также здесь располагается отправной пункт туристических двухэтажных автобусов, на которых можно объехать все основные достопримечательности Лиссабона всего за пару часов. Крупнейшая торговая пешеходная улица Лиссабона, Аугушта, начинается прямо от торговой площади. Здесь вы найдете множество кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Любителей шопинга ждет выбор от бутиков самых известных брендов до магазинов массового рынка одежды и аксессуаров. Бешеной же популярностью пользуются магазины и кафе мороженого, которые здесь в силу климата и любви португальцев к сладкому буквально расположены дверь в дверь. Туристы здесь встретят замечательной красоты мозаичные тротуары и шедевры португальской архитектуры. По обеим сторонам улицы Аугушта можно увидеть разноцветные фасады старинных особняков. А в начале улицы вы пройдете через Триумфальную арку с массой статуй, старинными часами и, как водится в Лиссабоне, смотровой площадкой. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que В Лиссабоне очень популярные рыбные консервы. И, собственно, на каждом шагу есть такие магазины, где ты можешь купить их любые. Лиссабон – город дворцов и смотровых площадок. Самые известные из них – площадка Сан-Педро-де-Алькантара, Мирадору-да-Граса и Мирадору-Санта-Катарина. С каждой из них можно полюбоваться живописными видами на старый город, увидеть море и порт, а также выпить чашечку ароматного кофе или бокал традиционного португальского портвейна. Также в Лиссабоне есть смотровая площадка, которая ведет знаменитый лифт Санта-Жушта. В городе Лиссабон до сих пор действует фуникулер, который был открыт в 1892 году. И, собственно, вот он. Лиссабон – город, где фуникулеры и лифты играют особую культурную роль. Один из самых известных – это фуникулер Бика. Фуникулер ходит по маршруту протяженностью всего 283 метра и имеет две конечные остановки. Для местных жителей он является обычным общественным транспортом. Маршрут фуникулера Бика считается самым красивым и постоянно привлекает толпы туристов. Стоит даже просто пройтись вдоль рейс и посмотреть на плотно стоящие друг к другу цветные домики, выложенные знаменитой португальской плиткой. А сейчас за моей спиной еще одно известное сооружение Лиссабона. Это Белемская крепость, которая была построена в 16 веке в честь открытия Васко да Гамой морского торгового пути в Индию. Основной функцией этой башни была оборонительная, но за свою долгую историю ее использовали и как телеграф, и как маяк, и как таможенный пост, и даже как тюрьму. В 1983 году Белемская башня стала объектом, охраняемым ЮНЕСКО, и официально приобрела статус одного из 7 чудес Португалии. Ну а если вас утомили долгие прогулки по большому городу, то стоит сесть на комфортабельный поезд и отправиться в пригород Лиссабона – город Синтра. Дороги в Португалии бывают сильно загружены, поэтому всем туристам настоятельно рекомендуют пользоваться пригородными поездами. Так, путь до Синтры займет не более получаса. Синтра – это необычный город. Когда-то это место служило летней резиденцией португальских монархов. А сейчас культурный ландшафт Синтры входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это очень милый городок, затерявшийся между Атлантическим побережьем и горами.
извилистые улочки и дороги, утопающие в лесах, милая португальская архитектура и приветливые жители не могут не радовать глаз. А свежий горный воздух буквально опьяняет любого, кто выбрался сюда из мегаполиса. Сегодняшний день нас привел в Синтру. Это маленький городок с кучей достопримечательностей. И свое путешествие в Синтру мы начали с его вершины, на которой расположен замок Пены. Собственно, вот. Главная достопримечательность города – дворец Пена. Это первый дворец в Европе, построенный в эпоху романтизма. Архитектурно он является эксклюзивным примером смешения нескольких стилей – неоготика, неоманелина и неомавританский стиль. Такое смешение объясняется модой на все эксклюзивное, которая накрыла Португалию в XIX веке. До появления дворца на его месте сначала находилась католическая часовня, а вскоре был построен монастырь. В 1838 году король Фернандо II выкупил этот монастырь и возвел на его базе дворец, который впоследствии стал резиденцией португальских монархов. Сейчас это одна из важнейших достопримечательностей Португалии. Роскошный сад с редкими деревьями и кустарниками, причудливые башни и извилистые коридоры, видовые террасы – все это сейчас доступно для обозрения современному туристу. Стоит обязательно попасть внутрь дворца и прогуляться по его бесчисленным комнатам. Здесь можно познакомиться с историей португальских монархов и увидеть, как выглядел их быт. Вдоволь нагулявшись по дворцу Пена, отправимся в еще один замок, располагающийся неподалеку – замок Мавров. Мавританский замок – это старая военная крепость времен исламского присутствия в регионе. В 2013 году он был отреставрирован. А сейчас мы прогуливаемся по замку Мавров. Построенный в мавританском стиле, он привлекает туристов своей необычностью и непередаваемой энергетикой. На замок Мавров нужно подниматься пешком, восхищаясь живописными видами, которые будут открываться по пути с высот холмов. На входе туристов встречает красивейшая извилистая тропа, расположенная в горном реликтовом лесу. Огромные валуны, покрытые мхом, и маленькие природные террасы позволяют наслаждаться захватывающими видами по дороге к замку. Еще одно место, которое обязательно стоит посетить в Синтре, это усадьба Кинта де Регалейра. Это самое романтичное и мистическое место в Синтре. Кинта де Регалейра – это дворец, на территории которого мы находимся. Эта усадьба была построена в начале 20 века, в последние годы существования монархии в Португалии. После падения монархии усадьбу приобрел португальский миллионер бразильского происхождения, сделавший свое состояние на продажах кофе. Впоследствии он преобразил усадьбу, постаравшись превратить ее в райский сад Эдем на земле. Смешение стилей и природная красота вместе сделали усадьбу роскошной и местами мистичной. Бесчисленные гроты, подземные тоннели и извилистые тропы, выходящие к живописным прудам – все это усадьба Кинта де Регалейра. А вот настоящая пещера древнего замка. Существует множество легенд про эту усадьбу. По одной из них, в этой усадьбе проводили свои обряды посвящения масоны. Масонский стиль и правда присутствует в архитектуре усадьбы, что дает основание полагать, что легенда появилась не просто так. Но это уже не главное. Ведь сейчас усадьба доступна для посещения любому желающему, и каждый посетитель может найти здесь что-то свое, то, что привлечет его внимание и заинтересует больше всего. Одного дня не хватит, чтобы обойти все достопримечательности Синтры. Сюда стоит отправиться на выходные, чтобы увидеть все замки и дворцы, а также ознакомиться с историей Португалии.
Португалия — это не только дворцы, замки и архитектура. Эта средиземноморская страна имеет и свою особенную кухню. В целом можно сказать, что по ингредиентам она является родственной испанской кухне, но тем не менее есть и свои отличия. Например, в Португалии предпочтение отдают сладким винам, все-таки это родина легендарного портвейна. Также в меню ресторанов вы встретите большое количество мясных блюд и блюд из рыбы и морепродуктов. Коронным блюдом португальской кухни по праву считается осьминог. Подают его с картофелем, чесноком и перцем. Все это оливковым маслом. В городах нашего земного шара существует рынок, в котором вы можете не только прийти за продуктами, да, купить продукты, но и вкусно поесть. Португалия — это очень интересная страна. Ее богатая история, вклад в мировую науку и географию неоценим. Здесь ценят постоянство и комфорт. Текут года, проходят эпохи, а культура Португалии живет своей размеренной тихой жизнью и передается из поколения в поколение. Эта страна подойдет любителям комбинированного отдыха и дает возможность провести отличное время как в городской черте, так и на природе. Благо Португалия богата на удивительные природные объекты.